На сайтах различных информационных агентств появилась новость о лишении российского гражданства депутата парламента Кана Кварча и Ливана Мика. Однако, по словам участников встречи, официального уведомления, подтверждающего данную информацию, они не получали. Появилась информация так скажем, в официальных информационных агентствах, и поэтому мы решили прореагировать, хотя я, насколько знаю, ни посольство России в Абхазии не имеет информации, потому что по информации, значит, которую мы получили от исполняющего обязанности президента, что он сделал, соответственно, запрос в МИД Абхазии и получил такой ответ, что информации официальной нету. Но так как официальные информационные агентства это не, так скажем, не анонимные, потому что я здесь хочу разделить, потом анонимные, когда дают информацию, на них можно не реагировать, это там черный пиар постоянно, поэтому мы решили отреагировать и сделать несколько заявлений. Того, что нет неофициальных документов, для нас это тоже очень показательно, потому что мы знаем точно, что мы лишены, но почему-то Российская Федерация нам не представляет, может быть, через дипломатические каналы или еще через кого-то, или на официальных сайтах, во всяком случае, Краснодарского ФМС, должны были вывесены быть, что мы лишены, и самое главное, за что лишены. А некоторые там формулировки есть такие, что мы там, наши действия мешают, значит, безопасности Российской Федерации. Честно говоря, у меня вопрос к этим людям, а какой закон, Ливан, вы нарушили Российской Федерации, или я, какой закон Российской Федерации мы нарушили? То, что у нас двойное гражданство, мы граждане в Абхазии, и мы занимаемся здесь внутри нашей внутренней политикой, это кого вообще должно касаться. Я, насколько помню, в Российской Федерации максимум, что я мог нарушить, это превышение скоростного режима на машине. Мы людей попросили, эта информация проверена. Другой вопрос, мы официально бумагу не можем получить. По словам Кана Кварча, российского гражданства лишен еще один гражданин республики, ветеран Отечественной войны народа Абхазии, но имени Кан Кварча не раскрыл. Сегодня 3 гражданина Абхазии, 3 патриота, а я себя считаю патриотом, я считаю патриотом Ливана, я считаю этого парня третьего, который пока, может, не хочет себя называть, только народ именно Абхазии в целом. И защищать его интересы, это трактуется как, видимо, угроза национальной безопасности России. Очень жалко, очень сожалею, что именно так некоторые чиновники в России трактуют все то же самое, что чем занимаются они сегодня. Кто-нибудь из сегодня наших оппонентов, политики, или наших недругов, или наших друзей, или наших коллег, в Абхазии кто-то сомневается, что я или Ливан, что мы не патриоты, что мы не любим свою страну. Так за что нас лишили? Это же, понимаете, не просто лишили российского гражданства. Нам его дали сперва, а сейчас лишили. А вы знаете, лишая гражданства России, тебе запрещают въезд в страну, через которую единственная связь со всем миром. То есть тебя изолируют. В этот момент молчит наш МИД, молчит наш исполняющий обязанности президента, один, Падра Гумба, пока он был. Сейчас Валера Гамба молчит. Молчат политики. К сожалению, молчат пока мои коллеги. Участники пресс-конференции затронули и тему абхазо-российских отношений. Вот то, что произошло, мы так расцениваем, что была значит, экс-президентом такая политика, которая, значит, привела на самом деле к ухудшению российско-абхазских отношений. Мы это видим по социальным сетям, где очень сильно вот такой негатив в отношении Абхазии сегодня там проявляется. А на самом деле источник именно экс-президент, который вот российскую тематику он
значит, начал использовать для решения внутренних вопросов. В рамках встречи с журналистами Ливан Мика выступил с обращением. Он призвал кандидатов в президенты высказаться и дать свою оценку происходящим событиям. Второе, это я уже, наверное, персонально к кандидату Бадри Гумба хочу обратиться и сказать, вот он собирается ли дальше продолжать ту политику, которую проводил экс-президент. По мнению депутата Кана Кварчи, свое мнение должны высказать и кандидаты в вице-президенты. Шазина Ханагова, Фатима Герге, Ильдар Дамиров, Абхазское телевидение.